Правительство Ингушетии представляет ключевые показатели социально-экономического развития за 2022 год. Национальные проекты. В отчетном году республика принимала участие в реализации 43 региональных проектов в составе 11 нацпроектов. Общий бюджет региональных проектов составил 11,5 миллиардов рублей. Бюджетные обязательства по указанным средствам приняты в полном объеме и направлены на выполнение более 70 мероприятий. Кассовое исполнение по итогам года составило 11,3 миллиардов рублей, или 97,7%. Бюджет. Объем долговых обязательств бюджета снизился с 11,8 миллиарда рублей на 1.7.2019 до 4,1 миллиарда рублей на 1.01.2023, то есть на 7,7 миллиардов в том числе. По мерам бюджетного принуждения выплачено 3,1 миллиарда рублей. В текущем году выплачено еще 747 миллионов рублей. Осталось выплатить 31,5 миллиона рублей. Кредиторская задолженность с 5,8 миллиардов рублей сократилась до 1,4 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета увеличились на 3,1 миллиарда рублей и сложились в объеме 9 миллиардов рублей, что является рекордным показателем. Прирост составил 53,4%. Промышленный комплекс. Республика с показателем 10,8% занимает первое место среди регионов Северокавказского федерального округа по динамике роста промышленного производства. Наилучшую динамику показали следующие отрасли. Производство готовых металлических изделий – 58,9%. Производство резиновых и пластмассовых изделий – 19,5%. Металлургическое производство – 12,3%. Обработка древесины и производство изделий из дерева – 11,4%. Обувная фабрика ООО «Фелиджи Пелле» начала производство тактических ботинок, которыми были экипированы военнослужащие республики. Запущен простаивавший комбинат детского питания мощностью 2,5 тонны в смену. Введен в эксплуатацию цех по сборке модулей очистных сооружений. Сельское хозяйство. Объем выпуска сельского хозяйства увеличился на 17,7% и составил 19,5 миллиардов рублей. По динамике роста сельскохозяйственного производства республика также занимает первое место по СКФО. Выпуск основных видов продукции сложился следующим образом. Мясо – 9,3 тысяч тонн, рост 6,6%. Молоко – 141 тысяча тонн, рост 9,3%. Яйца – 28,3 миллионов штук, рост 12,7%. Воловой сбор зерновых без кукурузы – 57 тысяч тонн, рост 44,9%. Собрано подсолнечника 1,6 тонны, рост 128,6%. Накопано картофеля – 56,5 тысяч тонн, рост 30,8%. Собрано овощей из закрытого и открытого грунта – 10,4 тысяч тонн, рост 55,2%. Наблюдается увеличение поголовья скота во всех категориях хозяйств. Так, численность крупного рогатого скота выросла на 1,9%, поголовье овец и коз – на 10,2%. Успешно функционирует запущенный в 2021 году птицекомплекс «Южный». В настоящее время на предприятии 6 корпусов по выращиванию индейки, инкубатор на 75 тысяч яиц. Производится широкий ассортимент продукции в замороженном и охлажденном виде, полуфабрикаты и продукции глубокой переработки. Туризм. Благоприятная экологическая обстановка и богатая культура региона создают условия для развития туристической отрасли. В прошлом году туристический поток составил 105,5 тысяч человек, увеличившись на 3%. В Ростуризме зарегистрирован первый национальный туристический брендовый маршрут в Ингушетии протяженностью 280 километров, который охватывает и горы, и равнины. Роспатентом также зарегистрирован слоган «Ингушетия – Родина башен». Собственный туристический бренд представляет собой стилизованное изображение Ингушской башни. Проведены мероприятия по благоустройству туристических локаций и маршрутов региона, в том числе архитектурного комплекса Эрзи, мавзолея Боргакаш, Фуртокского водопада, маршрутов по местам боевой славы в Малгобеке, пеших троп в Датыхе. Занятость. В рамках реализации комплекса мер по восстановлению до уровня 2019 года численности занятого населения трудоустроено более 13 тысяч человек, что составляет 112,2% от запланированного показателя. В рамках реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основе социального контракта, заключено 4233 контракта. Реализованные мероприятия позволили снизить уровень регистрируемой безработицы с 15,1% до 10,2%.
1,5%. На 12 тысяч человек. Строительство. Важная роль в социально-экономическом развитии республики отводится строительной отрасли. По направлению единого заказчика строительства республики Минстроя Ингушетии велось строительство 77 объектов на общую сумму 11,5 миллиардов рублей. Введены в эксплуатацию 43 объекта. По федеральному проекту «Чистая вода» завершено строительство насосной станции и водопровода в сельских поселениях Вознесенское и Окиюрт. На стадии строительства находится объект модернизация Альтиевского водозабора. Строительство станции чистки воды, переходящей на 2024 год. Начато строительство очистных сооружений в городе Сунже, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2024 год. По программе формирования комфортной городской среды благоустроено 22 общественные территории, еще 22 объекта запланированы к вводу в текущем году. Всего за время реализации данной национальной программы в республике благоустроено 146 общественных территорий. Дорожный комплекс. Республика досрочно, первой по России, реализовала национальный проект «Безопасные качественные дороги», выполнив запланированные на 2022 год объемы со 100% технической готовностью. Приведены в нормативное состояние 13 объектов дорожной инфраструктуры, общей протяженностью более 17 километров. Выполнены работы по всем поручениям, данным главой республики в рамках поступивших обращений граждан, в том числе по итогам прямого эфира «Диалог с народом». С 2019 года республика в тройке лучших по России, успешно реализует указанный национальный проект, при этом в 2022 году заняв первое место среди всех субъектов Российской Федерации. По итогам прошлого года, по данным РИА рейтинга по качеству дорог, республика оказалась в пятерке лидеров, заняв 4-е место по стране и 1-е место по Северо-Кавказскому федеральному округу. Образование. Активно развивается система образования. Уже сегодня дети, вне зависимости от места проживания, имеют возможность получать образовательные услуги, соответствующие современным требованиям. Доступность дошкольного образования в соответствии с актуальным спросом для детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 96,3%. От 3 до 7 лет – 98%. Функционируют 95 детских садов на 19 тысяч мест. Из них 93 организации государственные, 2 частные. Система общего образования республики представлена 134 образовательными организациями, в которых обучается 57,5 тысяч учеников. В односменном режиме функционирует 61 школа, в двухсменном – 73. В течение 2022 года в рамках реализации национальных проектов «Образование и демография» построены 16 общеобразовательных организаций общей проектной мощностью 11 тысяч ученических мест и 9 дошкольных образовательных организаций на 2000 мест. Проведен капитальный ремонт 13 функционирующих школ, что обеспечило возможность 9 тысячам школьников обучаться в комфортных условиях. В текущем году проведение капитального ремонта запланировано в 16 образовательных организациях. Ежедневно на базе школ создаются центры образования цифрового гуманитарного профиля и технологической направленности. В отчетном году их создано 12. Всего функционирует более 80. Важным событием в системе дополнительного образования стало открытие Центра одаренных детей «Олимп», где выстроена эффективная система работы с одаренными детьми и молодежью нашей республики. Центр начал функционировать с сентября прошлого года. Его работу координирует попечительский совет под руководством главы республики. Здравоохранение. Сохраняется положительная демографическая ситуация. Показатели естественного движения населения сложились следующим образом. На 1000 населения. Рождаемость 15, 3-е место по Российской Федерации. Смертность 3,3, наименьший показатель по Российской Федерации. Естественный прирост 11,7, 2-е место по Российской Федерации. Продолжительность жизни 78,7 лет, 1-е место по Российской Федерации. Завершено строительство психоневрологического и наркологического диспансеров в сельском поселении Плиево. Проведен капитальный ремонт городской детской поликлиники и поликлиники Молгобекской центральной районной больницы. В рамках реализации мероприятий федеральных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» приобретено 16 единиц медицинского оборудования, в том числе система компьютерной томографии. Культура. 2022 год прошел под эгидой празднования 30-летия образования Республики Ингушетия. В течение года проведено более 300 культурно-массовых мероприятий, посвященных знаменательной дате. Во всех городах и сельских поселениях республики, на концертных площадках и домах культуры организованы праздничные концерты, включая выставки национальной кухни и декоративно-прикладного искусства.
На центральном стадионе города Сунжи состоялся масштабный праздничный концерт с участием звезд российской и кавказской эстрады, в завершении которого организовано представление с использованием беспилотных летательных аппаратов. Учреждена юбилейная медаль «30 лет образования Республики Ингушетия», которой поощрялись люди, внесшие значительный вклад в развитие региона. В рамках национального проекта «Культура» проведен капитальный ремонт школы искусств в Карабулаке, домов культуры в Нижних Ачалуках и Псидахе. В Малгобеке проведено оснащение Музея боевой и трудовой славы и детской школы искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. По государственной программе «Пушкинская карта» реализовано свыше 150 мероприятий. Число приобретенных карт составило 16 тысяч. Запущен культурно-образовательный проект «Культура для школьников», направленный на духовное, эстетическое и художественное развитие школьников, повышение культурной грамотности подрастающего поколения. Итоги деятельности правительства Республики Ингушетия в 2022 году являются результатом совместной деятельности всех ветвей государственной власти. Впереди важный этап работы по национальным проектам, которые выходят на завершающую стадию. И перед органами власти региона стоит общая задача – обеспечить в полном объеме достижение целей, поставленных президентом страны.